Салам алейкум, хурматле миллят таштер. Здравствуйте, уважаемые друзья. В свете последних событий в республике хотел бы записать видео в поддержку Фаиля Алсынова, ввиду того, что на него завели уголовное дело, начались выходить грязные статьи, заказные видео от различных провокаторов, где распускают различные слухи о нем. Так вот, сперва хотел сказать вообще о Фаиле. Фаиля я знаю давно, считаю его своим другом. Познакомились мы с ним в организации Кукбуре. Там подружились, с тех пор всегда были вместе. Все, что вот последние годы происходило с ним, с Фаилем, я всегда был в курсе этого. Все это происходило на моих глазах. И когда сейчас начали слухи распускаться о том, что вот он там якобы... Точнее, кто распускает? Всем известный провокатор, стукач, ментовской ФСБшный Арслан Нигаматьянов распускает различные слухи, видео, где говорит о том, что Фаиль вот якобы все, что имеет в собственности, все это он заработал, воруя у простого народа, обманывая простой народ, с организацией воруя, организации Башкорт, обманывая своих же сторонников, и так далее, да? Так вот, хочу сказать сразу о Фаиле то, что такого человека, как Фаиль, такого порядочного, честного человека, я мало когда встречал. Встречал много хороших людей, но вот Фаиль действительно очень порядочный, очень честный человек. Человек очень трудоспособный, трудолюбивый, я бы сказал, даже трудоголик. Сколько помню, он всегда много-много работал. Все, что у него есть, это все заработано его своим трудом. Я помню, когда он работал во Всемирном Курултае-Башкир, он там работал старшим специалистом. Так вот, они работали там, по-моему, с 9 часов или с 8. Он еще дополнительно подрабатывал там на полставки, по-моему, дворником. И выходил там в 5 утра, чистил от снега свой участок. То есть, сколько я помню, он постоянно работал. Он вообще сам специалист по строительству, очень хороший специалист. Я помню, когда мы вместе с ним часто работали, брали какие-то объекты по строительству. И человек, когда много занимается одним и тем же делом, он рано или поздно становится очень хорошим профессионалом. И вот Фаиль такой профессионал. Если изначально брал там какие-то, сперва подсобником работал, да, то есть потом сам начал брать какие-то объекты. Так он, в принципе, и зарабатывал всегда на свою жизнь. По поводу его квартиры, машин. Я помню, когда Фаиль жил в комнате, в коммуналке, которую он купил, точнее, он со своей женой купили на свадебные деньги. Эта коммуналка была на Гоголя, в центре города. Вот со свадебных денег они купили комнату. Он там сделал сам хороший ремонт, отличнейший ремонт. И подкопив, подкопив, он в итоге хорошо продал. Тогда, помню, был скачок цен хороший и на недвижимость. И он хорошо продал, практически в 2 раза больше выручил денег, чем за то, что он изначально купил эту комнату. Хорошо продал, и на эти деньги, вложив в первоначальный капитал, плюс, по-моему, в общем, купил двухкомнатную квартиру. Если кто-то думает, что это какая-то я не знаю, сверхогромная квартира, улучшенные планировки в 100 квадратов, то нет.
Это маленькая двухкомнатная квартира, хрущевка, со смежными комнатами, с маленькой кухней, там, по-моему, 6 квадратов. Обычно, ну, такой человек всегда может позволить себе купить, если у него есть хороший первоначальный взнос, первоначальный капитал. Плюс к тому же он купил уже эту квартиру не сразу за наличку, он купил ее в ипотеку. По поводу машин, я помню, как он работал еще на девятке, ездил на девятке. Потом купил подержанную Шкоду Октавия Тур, ездил на ней очень долго. А потом ее продал, взял в автокредит Шкоду Октавия, тоже, да, с нуля уже. Долго на ней ездил. То есть это знаменитая Шкода Октавия, она там побывала во всех, проездила по всему Башкортостану, побывала во всех районах, во всех акциях участвовала, да, и так далее. Со временем, выплатив ипотеку за одну квартиру, взял вторую квартиру, тоже в ипотеку. То есть, когда люди думают, что вот это вот невозможно, если ты работаешь, если ты трудолюбивый человек, если ты зарабатываешь, это всегда возможно. Люди на северах работают, они же как-то покупают, ездят на хороших дорогих машинах, строят хорошие дома, имеют еще дополнительные квартиры. То есть месяц работы, месяц отдыхая дома, там, занимаясь строительством и так далее. Поэтому все вот эти вот грязные слухи о том, что он якобы там деньги какие-то там зарабатывал на общественной деятельности, да, то есть обманывая людей. Но, во-первых, на общественной деятельности невозможно заработать деньги. Кто занимался реально общественной деятельностью, общественно-политической деятельностью, тот знает, что на этом заработать нельзя. Мало того, наоборот, ты сам вкладываешь всегда постоянно в общественную деятельность. Какую-то акцию, какое-то мероприятие организовать всегда нужны деньги. Ты вкладываешься там в баннеры, вкладываешься в печатную продукцию, ездишь на машине, на бензин тратишь и так далее, и так далее. Я еще раз говорю, и плюс время, ты вынужден не работать в этот день. Ты мог бы пойти там, да, заработать сколько-то, а ты едешь и проводишь эту акцию, тратишь на нее несколько дней. То есть это наоборот акции, вот эти мероприятия. А БАО «Башкорт», оно постоянно проводило мероприятия, не только протестные акции. Ведь если люди думают, что мы только были оппозиционерами и проводили протестные акции, то глубоко ошибаются. Организация «Башкорт» проводила и культурно-массовые мероприятия, и спортивные мероприятия. Очень много. И дни башкирской молодежи проводили, и там турниры по футболу, по волейболу, по шахматам, и концерты различные и так далее. То есть постоянно мы что-то делали. И на этом вообще никогда невозможно заработать. Поэтому еще раз говорю, когда люди говорят о том, что это кто говорит? Это не люди, это не люди, да, это вот сволочье, такие как Арслан Нигматян. Ну и вообще о человеке всегда можно сказать, всегда говорят его поступки, и вообще говорят, можно характеризовать человека о том, как о нем отзываются в обществе. Если вот, допустим, берем того же самого вот этого провокатора Арслана Нигматянова, как о нем отзываются в башкирском обществе, в Республике Башкортостан? Ну, конечно же, только негативно. Почему? Ну, потому что он своими поступками именно вот так люди начали о нем отзываться именно из-за его поступков. То есть человек постоянно устраивал провокации, писал доносы, выступал в суде свидетелем со стороны обвинения, со стороны прокуратуры, со стороны ФСБ, распылял, мы помним, газовый баллончик, да, то есть людям. То есть постоянно нес какую-то деструктивную деятельность. Или взять Рената Баимова, да, известного такого провокатора. Тоже человек когда-то был действительно нормальным человеком, устраивал там и в башкирском национальном движении был заметной личность. И тоже участвовал в акциях, мероприятиях, там башкирские мероприятия проводил различные. И потом в итоге скурвился до такой степени, что превратился в скандалиста, в провокатора, в дебошира, постоянно устраивал провокации различные, да, на наших акциях. И не только на наших, на других тоже.
То есть и сейчас все его знают как вот действительно такого, знаете, провокатора, да, человека скандальной личности. И спросите, кто такой Фаиль Алсынов. Но я уверен, что большая часть людей, которые его знают, все скажут о нем только положительно. Но могут сказать какие-то отдельные там личности, которые там, возможно, считают его личным врагом по тем или иным причинам. А так, большая часть человек всегда отзывалась о нем только хорошо, только положительно. Почему? Потому что такой человек. Он всегда отзовется на помощь, когда его позовешь. Всегда за ним были только одни порядочные, хорошие поступки. Поэтому все, что о нем пишут, вся грязь вот эта, которую о нем пишут, это поклепы, это вранье, наглая ложь. Когда нас пытаются там обвинить в различных, как вот, да, тот же самый Нигматянов там говорит, что мы сотрудничали с администрацией Хамитова, там, да, и там приводит пример там Руфину, депутата Госсобрания Курултая Руфину Шагапову. Ну, смешно. Человек, который пытается там делать из себя какого-то расследователя, там, да, расследование проводить, ну и такую откровенно хрень выдал, да. Ну, во-первых, когда с нами Руфина Шагапова участвовала в наших акциях каких-то, мы были нормальной, легальной организацией. Вполне легальной организацией. Это раз. Во-вторых, Руфина Шагапова возглавляет какую партию? Зеленые. То есть это защита природы. Мы, организация Башкорт, а еще до этого, когда Кукбуре, мы всегда защищали Таратау. Шихан Таратау. Сколько помню, мы постоянно его защищали, проводили акции различные на этих акциях. И Рустем Хамитов, то есть вне зависимости изначально вообще от позиции Рустема Хамитова, мы защищали даже тогда, когда Рустем Хамитов сперва говорил о том, что Таратау придется разрабатывать. Мы говорили, что нет, мы будем защищать. Потом Рустем Хамитов поменял свою позицию и сказал, что вот пока он там будет президентом, Таратау не будет разрабатываться. В этом наши позиции с ним совпадали. И если как бы глава республики за то, чтобы сохранить Таратау, ну это же прекрасно. Нам хоть кто, хоть там Хамитов, хоть Путин, хоть ООН, да, хоть президент Америки, если он там поддерживает нашу позицию, если точнее наши позиции совпадают, это очень хорошо. Но говорить о том, что нам в чем-то помогал, там, да, нет. Просто наши позиции в этом совпадали. И когда мы проводили акцию, флешмоб, точнее, «Кольцо жизни», нам просто не мешали проводить. А так мы проводили сами на свои личные средства, сами звали людей, собирали людей. Все. Руфина Шагапова принимала участие в этой акции, приходила. Потом, когда мы собирали подписи, тоже задается вопросом этот Нигматянов, откуда столько подписей, 50 тысяч подписей. Но человек, который не в теме, он просто не понимает, что защита Таратау шла не 1 год и не 2 года. Она шла очень много лет, с 2007 года. И все это время подписи собирались. Когда проводились различные акции, различные митинги в защиту Таратау, постоянно там собирались подписи. Постепенно вот они накапливались. Так и собралось. Поэтому, когда какие-то неумные люди пытаются там проводить какие-то якобы расследования, но выглядит очень смешно и глупо. Потому что человек, который приехал только недавно в Республику Башкортостан, этот Нигматянов, по-моему, сколько здесь, там 2 или 3 года всего, да, то есть вообще не в курсе, как вообще происходили события, что где, только по слухам, и по слухам кого? По слухам своих кураторов, там, ФСБшников, Шамиля Валиева, там, да, Азата Бадранова, то есть вот, то есть, а это какая? Это однобокое изложение ситуации. Возвращаясь к Фаилю, хочу сказать, что сегодняшнее преследование Фаиля это месть Хабирова лично Фаилю, лично всем активистам организации Башкорт, которые не сломались, которые не перешли на сторону власти, которые всегда имели свою точку зрения. И Фаиль всегда был одним из лидеров
молодежи, один из лидеров башкирского национального движения, который всегда имел свою точку зрения. И эта точка зрения очень часто критиковала власть. Ну а вообще здесь совпали и сама месть Хабирова, да, то есть за унижение на Куштау, вообще за нашу деятельность, плюс желание его жены, Карине Хабировой, которая, как мне известно, является такой армянской националисткой, которая терпеть не может, когда задевают ее нацию. И часто давит на своего мужа, на главу республики Ради Хабирова, преследовать тех, кто так или иначе отозвался об армянах. И тот исполняет желание жены. Так были преследования и Рамили Саитовой, так были преследования Кармаскалинской четверки. Сейчас так и преследование идет и Фаиля Алсынова, который там в своих выступлениях назвал нацию армян, да, то есть в своем выступлении. Хотя любой человек, который знает башкирский язык и выслушал внимательно выступление Фаиля Алсынова вот, да, на этом сходе, на этом Йене в Тимясово, тот должен знать, не в Тимясово, там, в Ишмурзино, тот знает, о чем Фаиль на самом деле говорил. А говорил он о том, что он никакую нацию не оскорблял, никого не гнал из республики. Он говорил о том, что у башкир, кроме этой земли, больше другой земли нету. И отступать нам некуда. И если любой другой человек, любой другой национальности, допустим, как татарин, да, он может в любой момент уехать в Татарстан, в Казань, и будет чувствовать себя там комфортно, потому что будет находиться в своей среде. Вокруг будет татарская идентичность, татарская культура, татарская традиция, ну и вообще государство татар, да, Республика Татарстан, которая будет защищать татар, да, во всем. Он себя будет чувствовать там комфортно. Русский может уехать в любой момент. Я не говорю, чтобы его гнали. Он может сам уехать по тем или иным причинам в Рязанскую область, Тамбовскую, Орловскую, там, да, Кировскую, Ростовскую и так далее. И он тоже себя там будет чувствовать комфортно, потому что он будет находиться в своей среде, в своей культурной среде. Армян может уехать в Армению, у него есть свое государство, национальное государство, где он тоже будет защищен полностью своим правительством, своей властью армянской. Башкиру ехать некуда. Эта земля в 143 тысячи квадратных километров осталась единственное, что у него есть. От той огромной территории некогда исторического Башкортостана, которую у нас поотбирали за время колонизации нашей, за 500 лет нахождения в составе этой империи. У нас огромные потери земель, под заводы забирали. Сейчас вся Челябинская область состоит из башкирских некогда земель. Там вся топонимика башкирская. Вот о чем Фаиль говорил, что нам некуда больше отступать. Нету больше земли другой, кроме вот этой вот. А его слова извернули, извратили и преподнесли так, как будто бы он там уничижительно отзывался там о представителях другой нации, о том, что гнал как будто бы их там. Нет, ничего подобного. Так вот, заканчивая, я хочу сказать, Фаиль, брат, держись, сил тебе, терпения, терпения твоей семье, пусть у тебя все будет хорошо, и все хорошо пусть закончится. А вам, друзья, всем, кто смотрит это видео, хочу сказать, что не верьте никаким грязным слухам. Фаиль – это глубоко порядочный человек, и я за него ручаюсь, что за ним нету никакого... То есть он никогда не делал никому ничего плохого. То есть это, я еще раз говорю, это очень честный и порядочный человек. Поэтому, Фаиль, желаю тебе успехов, удачи, чтобы у тебя все получилось, отстоять свое честное имя, чтобы это уголовное дело ничем не закончилось. Победа будет за нами. Хау